Приветствую вас, друзья! Мария Пантелич на связи. Сегодня у нас такое полезное слово в гостях – молим. Итак, ситуаций, в которых вы можете употребить это слово, очень много. Я их разделила на 3 группы. Первая группа – пожалуйста. Например, как ответ на спасибо. Хвала. Молим. Пожалуйста. Второе. Вежливое начало просьбы. Пожалуйста, передай мне сок, например. Молим те, додай ми сок. И третья ситуация, когда вы кого-то уговариваете. Молим те, прошу, умоляю. И даже мне сейчас вспомнилась такая эмоциональная сербская фраза. Ко Бога те молим. Как Бога тебя прошу, умоляю, сделай это для меня. Но если вам некомфортен такой градус эмоций, не используйте эту фразу, просто знайте, что она такая сладкая, сербская, эмоциональная. Умоляю тебя как Бога. Четвертая ситуация, когда вы не расслышали. Вы поворачиваетесь и, например, слышите конец фразы и мимику человека, который ждет вашей реакции. Вы не можете никак отреагировать, потому что вы не слышали, что он там вначале говорил, и вообще не поняли, что он обращался к вам. Что вы делаете? Вы говорите «молим». То есть это вылетает у сербов автоматически вместо нашего «что-что». Вот еще один совет: не говорите «что-что», иначе серб услышит «почему-почему» и начнет вам объяснять то, что вы не услышали. Будет еще хуже. Поэтому молим. Пятая, шестая и седьмая ситуация, они очень похожи. Вы откликаетесь на свое имя. Например, если вы слышите из соседней комнаты, кто-то кричит. Вот вместо, точнее не вместо, а вежливый вариант нашего «чего тебе надо», сербы говорят «молим». То есть «я тебя слышу», говори. Шестое. Вы получаете телефонный звонок, отвечаете «молим». И седьмая очень похожа на предыдущую ситуацию, только, например, вам звонит кто-то, и этот кто-то не уверен, что вы, например, Мария Пантелич. Он называет ваше имя и хочет удостовериться, что он говорит с правильным человеком, на что вы слышите свое имя, и вы ему подтверждаете. Молим, да, это я, продолжайте говорить. Итак, давайте посмотрим на все ситуации, когда вам пригодится слово «молим». Вы слышите «хвала», говорите «молим». Вежливое начало просьбы «молим те, что-то там сделай». Уговариваете «молим те». Не расслышали, показываете это «молим». Пятое. Слышите свое имя или из соседней комнаты, или по телефону, говорите «молим». Я тебя слышу, говори. И шестая ситуация – это просто автоматическое слово, которое вы произносите, когда поднимаете трубку. Молим. Поехали. Работаем.